Вернусь без зарядки пока. Кожен із нас нясе свой крыш. Хтось мовчить, а хтось кричить. Хтось за дом і за сям'ю, а хтось за країну свою. Калі бяреш такі цяжар, не для сторіс і піар. Тут не фільтр, не монтаж, ці по суті ёсць багаж. Света, что ты нясеш? Что говориш, куди ідеш? Кожной субботой без прикрас мы разберем все для вас. Света, что ты несешь? Тут политика и трэш. Сергей и Ксюша без прикрас раскладут все для вас. Хтось по Європі, хтось у стриму, по стагрому справах дым. Хтось обіцяє цілий світ, а на виході тільки блеф. Тут експерти, там гуру, а там коментар на вітру. Кожний нібито при справі, а по факту це шум у траві. Света, що ти несеш? Що говориш, куди йдеш? Кожної суботи без прикрас мы разберем все для вас. Света, что ты несешь? Тут политика и трэш. Сергей и Ксюша без прикрас раскладут все для вас. Коли хочешь быть у курсе, без лапши, без кулис, Сергей и Ксюша, Ксюша и Сергей у прямым эфире разберуть увесь гэты микс. Света, что ты несешь? Света, что ты несешь? Сябры, во Вроцлаве стоит жудасная жара. Вось. І так ідзе нейкае эха. Чаму? Секу. Да что такое? Ідзе эха? Не, у меня нормально. Ну, я слышу. Не-не-не-не-не-не-не. Так. Так, привет. Всем привет, сябры. Что там со звуком? Мне падаецца, што ў меня ідзе эха, но не павінна быць. Я ўсё зрабіў як красаўчык, самы настоящий. Чакаю ад вас зваротнай сувязі. Вось, ну, а мы пачынаем. На гэтым тыдні, я думаю, што і заўтра крыж, который мы ўсе нясем на сваіх плячах, які называецца завеса «Наша жыццё», будзе несці яшчэ складаней. Сябры, не магу пазбавіцца ад пачуцця, што штосьці не так з гукам. Напишите, эхо есть, да? А што ж рабіць? А чаму яно есть? Непонятно. Сейчас, сябры, я все ж таки проверу, чаму ёсць эхо. Все нормально павінна быць. Сильное эхо. Ну, блин, вчера было ўсё чётко. Но я сам зараз адчуваю, што нейкае эхо ў мяне ёсць. Не моцнае, но что-то там перашкаджае. Ну ладно, вы пока напишите, я адзначу наш пачатак тым, што яшчэ адзін чалавек па справе гаюна. Вялікі прывіт Матольке і хто там разам з ім займаўся гэтым, скажем так, грантам, да, абслугоўваннем гэтага гранта. Яшчэ адзін чалавек трапіў за краты, як паведамляе рэсурс,
который я не хочу называть, но вы по мастацкому оформлению все зразумели. Так, ну что тут? Ее микрофон ловит, что ты говоришь. Просто ей или в наушниках надо, или тише сделать. Я думаю, ты меня чуешь, Ксюша. Я сделаю тише. Окей, Так, сейчас все, как? тогда, сябры, з задавальненнем тады прадстаўляю вам, ну как прадстаўляю, называю сваю сувядоўцу Ксюша Пляшкова. Сёння мы разам з ёй будзем з вами абмяркуем апошнія падзеі тыдня. Яны, дарэчы, не вельмі весёлыя, но ёсць как бы і смешныя моманты, но мне нешта як бы зусім не да смеха. Як у ця, Ксюша, настрой? Нормально, я тоже что говорю. У нас сегодня поменьше температура, у нас 33. Вот. Ну, новости, да, не очень, но хорошая новость. Ничего не случилось в Беларуси. Это хорошая Да, новость. да, гэта хорошая новасць, но я прапаную пачаць з таго, што ўсё ж такі на мінулым тыдні у нас был зміцер скіндараў. Вось. Можаце пра яго казаць все, што заўгодна, што ён там, ну, я просто такое чуў, супярэчлівая фігура, што там тое, сёе, пятае, дзесятае, але гэты чалавек, ён выступіў супраць Святланы Ціханаўскай, і нейкім цудоўным чынам ён зараз на мінулым тыдні гэта было яшчэ невядома, а зараз ён уже прызнан літоўскай дзяржавай дзяржаўнай небяспекай. Вось. І што яшчэ как бы тут цікавага, я взял у яго камент. Ну што, праслухаем спачатку камент ягоны? Ксюш, Конечно. а чё ты встала или ты сидишь? Я сижу. Просто чуть Я дальше думал, ты, послушать. когда мы про Скиндерева заговорили, встала. Ладно, на самом Нет, деле, нет. сябры, не смешно, не смешно, я просто попытался разрадить обстановку. Так, где наш Скиндерев? Я позвонил ему сегодня, и он дал коммент, поважанные сябры, увага на экран. Добрый день, дорогие друзья. Ну что, как и следовало ожидать, враги или мошенники начинают себя защищать свою европейскую жизнь, защищать гранты, потому что так хорошо они не жили никогда. А судьбы белорусов, политзаключенных, их не интересует. Чем больше политзаключенных, тем больше у них денег. Значит, обо мне. Я был в департаменте миграции и был удивлен, потому что самый главный вопрос, который был ко мне, а точно ли вы боролись с режимом Лукашенко и в Беларуси до 2020 года, и точно ли вы боролись, находясь уже в Европе? Естественно, минимум на 4, а может 5 листов был составлен документ с подтверждениями моей борьбы, значит, с выписками с уголовных дел, и почему мне нужна защита в виде политического беженства. Так как если я буду выслан в Беларусь, я буду однозначно арестован. Соответственно, моя проблема, как и предполагает, это проблема всех здравомыслящих белорусов, свободных белорусов и демократических белорусов, которые высказали «нет» Лукашенко и его режиму. А люди, так сказать, аппаратчики той, так скажем, оппозиции, которая боролась с Лукашенко под плотным его контролем и делили вместе гранты, сейчас находятся вокруг Тихановской. И как вы заметили, что бы они ни сделали, никак не получается их отстранить от Тихановской, либо забрать у них мандат. Соответственно, у нас не было выбора в Беларуси, соответственно, выбора нет здесь. Из-за этого боремся, дорогие друзья, не сдаемся. Дмитрий Скіндараў. Што думаеш, Ксюша, з гэтай нагоды? Што адбываецца? Ці мае ён рацыю, кажучы, што Святлана Георгіевна і яе, скажем так, команда, ну, я бы ее назвал бы по-іншаму, конечно, як мы называем команду Лукашэнкі, зграя ці гайня,
Вось, чи яны сапраўды пачынаюць паказваць зубы і бараніць сваё, таму што чуюць небяспеку? Для шчыра я не ведаю, можа і так. Но все-таки у нас нет деталей больше. То есть в этом комментарии Дмитрий тоже говорит больше про то, как офис давит и прочее. Нету деталей о том, что конкретно ему говорит миграционка, что предъявляет, какие сроки. То есть он не дал апдейт по тому, в какой срок рассмотрится дело, какие дальше шаги и прочее. То есть, должны были как-то уведомить, мне кажется. Ну или хотя бы он должен был сказать, а дальнейшие шаги я не знаю. То есть у него больше комментариев, мне показалось, по Тихановской. Там очень много эмоций по поводу офиса, и в целом я не могу согласиться с многими вещами. И я знаю, что офис пытался влиять на миграционную политику в Литве, но это было при прошлом правительстве. В этом правительстве я такого еще не замечала, но угрозу национальной безопасности люди, естественно, признают все еще, но признают обычно за какое-то сопрацовничество с белорусским режимом. Вот. Опять же, Скиндерев все-таки бизнесмен, и может быть там у нас бизнес в Беларуси как бы все-таки ведется так тесно с государством, достаточно крупный, я так понимаю, был, Витебский, его имя вроде знакомо было. И, Ну, возможно, просто он жил Да. тут столькі гадоў. Не, я не кажу нічога такога, што, магчыма, і да яго пытанні ёсць. Я ж не ведаю. Но я тоже не э, знаю, это может быть, в том-то и дело. И что случилось, непонятно, что не, і изменилось. ўсё гэта так хуценька ідёт, і вось как бы наступная ластачка. Чытала ты на нашай Ніве ўжо польская АБВ зачапіла Зміцера Балкунца. Да, Вось. читала вот этот артикул. Ужо Так, наша это Ніва, про наша Польшу. Ніва, мутная, непонятное выданне ужо там прыпісала, што на тусню опаў прыходзіў там чалавек з ГРУ. Вось, і там был Балкунец. Балкунец адказаў на сваём канале на тэлеграме, што яго там падпісваюць пад гэта, што ён будзе змагацца, што ён там будзе значыць прасіць прокуратуру польскую вмешаться. Просто я Зміцеру у Фейсбуке попросил, каб ён дал коммент, ці выйшаў в эфир. Ну, ён мне не адказаў. Ну, это сёння было, как бы, і просто кажу, што я зрабіў са свайго боку ўсё. Што хочу сказаць, што тыя, хто чытаў гэты артыкул, яны звярнулі ўвагу, што там было вельмі шмат людзей, якія выступалі супраць Ціхановскага. Карач, Балкунец, а Балкунец, я лічу, робіць вельмі вялікую працу, ён піша в антыкарупцыйныя ведомства паперы. Мгм. Той же Скіндераў был вось на гэтым форуме, про который ідзе размова. Вось, так что, может быть, Ксюша, гэта нейкая у меня такая, как это называется, конспирология, да? Но мне падаецца, што Зміцер мае рацыю ў тым плане, што яны пачалі разумець, што ім супрацьстаяць людзі, то людзі супраць іх. Той же Котаў там был на гэтай на гэтай тусовке. І Котава нет. Ну, як бы так шмат супадзенняў. Я, конечно, не хочу нагнетаць, но гэта факт. Балкунец, Скіндерев. І я думаю, хто наступны? Я думаю, што наступны, в маём разуменні, будзе вірус. Вось, потом... А мне кажется, прости, но ты, наверное. Думаешь, что я? Ну, мне кажется, это сейчас громкий достаточно. Постоянно упоминают везде. Вируса же уже на него давили. И в Украине все-таки по-другому, им сложнее давить, мне кажется. Они там не имеют никакого голоса, а здесь они имеют связь с правительством. А там их только используют. У них нету там такой власти, мне кажется. Ну, меня усцешвае то, што мы ўсё ж таки знаходзімся ў Еўропе, і я чамусьці думаю, это недатычна да Еўропы, што Новікаў, ён таксама нейкім чынам у гэтым замешаны. Ён з офіснымі з усімі, наколькі я ведаю, там, ладно, скажем так, на ножах, да, і вось у яго возниклі такія траблы вообще непонятные. Ну, он как бы, конечно, не Балкунец, не Скіндерев, да, то есть он значно больше такой, земной, да, то бок кіроўца,
жонка, дзеці. Вось. Ну яго чамусьці таксама хочуць выкінуць. І я думаю, што яны хочуць вось так па аднаму павыдавліваць там. А Коршунаўка просто уже стаў на сваём на машыне на сваёй просто ездзіў і думаў: ну іх нафіг. Вось. А, Вось, сябры, такая вось справа. Звярніце ўвагу, што вось на гэтым Я цыпкала. еще хочу добавить насчет этого, насчет этой статьи. Очень интересно, они там приплели. Для меня это выглядит вообще как вот статья про там какого-то человека, связанного со спецслужбами, и что он участвовал в этом форуме. Но Анжелика Мельникова, которая, ну, уже вот на 90% есть уверенность, что она была вообще кадровой агенткой КГБ, она не просто была на каком-то форуме, она была в структурах всех. Так получается, если по такой логике, если с этим бизнесменом были связаны Балкунец и Ко, то если с Анжеликой Мельниковой были связаны Латушка, Тихановская и Ко, то по такой же логике они представляют угрозу национальной безопасности. Я правильно понимаю? Как же работает это? Стопудово. Я вот сейчас, Ксюш, вывел Ну, на это экран. такое нетягивание абсолютно. То есть, если вы с ней знакомы, значит, вы агентура, вы ее покрывали столько лет. А тут он сходил там на форум, там на 1, на 2, я не знаю, и все, они что, друзьяшки? Ну, то есть, если я на какую-то конференцию прихожу, я не становлюсь друзьяшками автоматически людей, даже с которыми я там выступать могу. Это же так работает. Ну, ты вельмі дарэчліва узгадала Мельникову. Я сегодня шерстил канал Балкунца. Вось. И вот он пишет: не очень понимаю про что, вот первое начало, но потом очень круто. Авторы первоначальной статьи настолько глубоко погружены в тематику, что уже сообщили о выступлении Анжелики Мельниковой Да. в телевизионной студии в Минске. Дальше идет по-польски. Так было и в случае с Анжеликой Мельниковой, женщиной, имеющей польское гражданство, которая исчезла из Польши вместе с дочерьми и неожиданно выступила в телевизионной студии в Минске. Далее пишет Балкунец: любопытно, возможно, авторы знают то, чего пока не знают остальные, а возможно, это просто своеобразный анонс о тех, кто творчески поработал над этим материалом. Ну да, вот это как бы цікавая рэч с Мельниковой. То, штосьці ведае, дзесьці она уже, значыць, хутка выступіць по тэлебачанню ці што, невядома. Невядома. Слухай, а если б, напрыклад, у нас был, ну вот кто-нибудь выходит к нам в эфир, а мы говорим: пароль знаешь? Какой бы мы пароль придумали? Хасло. Чего? Ну, хасло, например. Кто-нибудь заходит, как Скиндерев, к нам в эфир, а мы говорим пароль, а он говорит, типа, живи Беларусь, а у нас ответка: слава Украине. Слава Василине, дякую за донат. Там прокрутила. Ну что, мы и летим далей, не глядячи на 40-градусную жару во Вроцлаве, несем далей свои крыжи. Ксюша, что ты, какой тебе поставить файлик, что мы протягнем? Ну, мне кажется, про ультиматум можно. Про то, что вот 19 числа тут Максим Твиттерский, который работает в Еврорадио, насколько мне известно, он писал про то, как через неделю все изменится. Вот можно этот скриншотик добавить. Вот, нешта офіс, кабінети НАУ не рэагуюць на ультыматум Зяленскага, ім уладу просты дзень. Спадзяюся, што яны план рыхтуюць. Ну, хороший гумор. Вось. И тут Миколай Ерофеев. Так, а он у тебя так само есть у сябрах? Это мой сябра. Я смотрю, в «Я батька Стане» сыкотно стало, подгорает, как у Синепалова. Только он с собой вас за бугор не взял. Скорее бы уже пятница, хотелось бы увидеть, как над Мозырским НПЗ летающие тарелки появятся. Ну, блин, Где? ну, Жду, где? шчыра скажу, я бы не хотел бы, каб гэта ўбачыць. Ну, шчыра Я бы кажу. тоже не хотела очень сильно. Я же вообще из города нефтяников, поэтому для меня это очень неприятная вещь бы была, потому что люди, работающие там, они не виноваты. Это мое мнение. С этим многие не согласны. И вот такие вот Максимы считают, что нужно, ну, что вот таким образом можно сменить власть. Я считаю, что это невозможно на данный момент, но, возможно, у них есть какой-то суперплан, о котором мы не знаем, потому что я от некоторых еще людей мельком слышала, что вот-вот можно намеки на то, что можно сменить власть, потому что Лукашенко слаб как никогда.
Да, Лукашенко слаб как никогда уже 30 лет. И что-то наша Да. оппозиция сильная, которая спонсируется Захадом, яна чамусьці, ну, ніяк не можа его перамагчы. Вот мне Вот. очень грустно, если Лукашенко такой слабый, то, блин, а кто мы на его Ну да, фоне? То да. есть... Мгм. Ну и вот, собственно, неделя прошла, никакого ультиматума я не вижу. Зеленский очень тихо так слился с этой темы. То есть он сказал, что ну, их отключили, никаких доказательств нам не показали, не рассказали. А вообще трансляторы, мне хотелось бы зацепить немножко вкратце тему, насколько я узнала, потому что мне никто не объяснял, что такое транслятор. То есть в целом я понимаю, что как работает там триангуляция, как работают сотовые сети. Немножко я технически в этих вещах чуть-чуть разбираюсь, но я не понимала, для чего нужны трансляторы для дронов, почему, например, в тот же Израиль из Ирана спокойно долетали, поражали цели те же самые шахеды, и почему им нужны ретрансляторы для того, чтобы в Украине что-то поразить, почему украинские дроны тоже летают спокойно в Москву себе, как у себя дома. А это оказалось для того, чтобы... То есть дрон, на самом деле, в любом случае может пролететь спокойно 1500 километров, 1500, насколько я понимаю, шахед. Но если его заметили, чтобы ему изменить маршрут, чтобы как-то там в обход пойти, что-то такое, то вот для этой только ситуации, когда ПВО его пытается сбить, чтобы ему изменить маршрут, для этого нужны ретрансляторы. Но, как я понимаю, насколько... я не очень, опять же, специалист по этой теме, но, насколько я понимаю, вообще... Вот, а насколько я понимаю, как работают вообще сотовые сети, там должно быть не 3 вышки. Ну, то есть на всю границу 1000 километров 4 этих 5 ретрансляторов, сколько они говорили, их есть, их не хватит. То есть выглядит так, что они примерно знают, что там какие-то ретрансляторы где-то, то есть в некоторых они уверены, но они четко не могут показать, потому что в надежде, наверное, на то, что, может быть, отключат еще что-нибудь заодно. В общем, тема с этими ретрансляторами выглядела просто как какое-то нагнетание, потому что они работали уже 1,5 года. Насколько я знаю, их пытались сбивать. Опять же, я повторю, что я повторяла на прошлом эфире. Их можно было спокойненько, по-тихому уничтожить и потом сказать о проведенной успешной операции, как это делают все спецслужбы мира. Мгм. Я Ну, просто так просто само, вот с чем можно я так само добавить. читал Да. про ретрансляторы, но я ничего не понял, поэтому ничего не буду говорить, чтобы тут не мутить. Послушай, ты мне Если у подкинул... кого-то есть что добавить в комментариях, можете написать, я права, не права, потому что я не специалист вообще. Сябры, напишите, калі ласка, Ксении у каментарах, права яна ці не права. Может быть, калі яна будзе адчуваць уласную рацыю, то можа ей будзе лягчэй несці свой крыж. Вось. Ну, а мы двигаемся. Навошта ты мне подкинула Жыгаря коммент, который набрал довольно шмат лайков, потому что, ну, я шчыра не хочу его принижать, но 127 лайков, это ему повинна быть премия Дарвина, потому что то, что он ну, кажа, то, что я чую на Еврорадио и в ogóle где, ну, мне как бы, ну, не вкладывается в мою картину свету. Вось. А навошта ты вось мне дасала, что ты хочешь тут конкретно подкрэсліць? То, что Ну, его я буду умиляет... читать, в принципе. Я могу прочитать, Мне нравится про то, что я он могу говорит прочитать. про... Я могу прочитать. Я немножко перескажу и зачитаю на кусочек только. Про то, что его там спрашивают, что люди беспокоятся про простых людей, и что вот по простым людям может перепасть. И он говорит, а кто эти простые люди, которые работают, что ли, на заводах? И как бы всем абсолютно вот этим Жигарям, там, Максикам и другим людям, им абсолютно все равно ну, на работях. И вот, собственно, он говорит про... Особенно умиляет способность некоторых комментаторов полностью игнорировать тему соучастия в агрессии. МЗКТ делает шасси для С-300, С-400 и Искандеров. Ну и что? Интеграл поставляет компоненты, которые потом оказываются в российских ракетах. Бывает, боеприпасы производятся. Не драматизируйте. На этом можно, в конце концов, и новость сделать поухать или поахать, фоточку ФБ запилить. Ну, в общем. И там суть вообще всего поста о том, что ну, можно ебашить, простите, и по МЗКТ, и по любому заводу, который хоть как-то причастен к производству любых боеприпасов и любой поставки для ВПК. То есть даже не специализированный завод военный, а именно где там какую-нибудь плату одну делают. Но с таким же успехом можно ударить по Рейнметаллу и другим заводам в Европе. Куча, ну, вроде
в эскалации не нуждаемся, но почему-то Жигарю очень хочется искать. И, собственно, он же принес там сколько, 200, сколько целей дополнительных в Беларуси для того, чтобы он украинцам привез, как будто бы они не знают, я думаю. Вот, блин, мне кажется, они лучше, чем тот Жигарь, который работал, простите, участковым. Наверное, они лучше осведомлены, что в Беларуси производится. Я думаю, что разведка Украины чуть лучше работает, чем участковый белорусский. Ну, слушай, я думаю, что ты далучишься до моих віншавання ў Жыгару, што ў яго такі рэкордны паказчык лайкаў. Вось. Ну, а все астатняе, да. Мне просто падаецца, я вось глядзеў яшчэ, ёсць такой Зміцер Мицкевич с Белсата, ведущий тамада, который обслуживает праздники Демсил, да, вот он там ходит типа Да, модератора, і з якім імпэтам ён казаў, мне было вельмі непрыемна гэта чуць, што і я разумею, што і Жыгарю, ну, на мой погляд, да, ну, а больше Жигарь же меня заблокавал, я ж не могу читать его. Ну, они ж блокуют тех, кто мае іншую позицию, іншую кропку гледжання. Вось, и мне падаецца, что вот этому Зміцеру с Белсату ему хочется просто таких кровавых новостей с Беларуси. Ну, потому что зараз же скучно. Вот, у меня тоже самое впечатление. Вот дальше у меня комментарии тут с Твиттера, которые, собственно, они, ну, меня выглядит, что люди будут радоваться чужой крови, что что-то там по ком-то ударит, что ура, в Беларуси что-то разрушится. Ну, это какой-то, я не знаю, ну вы же там жили, там же живут ваши родственники. Не, ну просто бачишь, шмат кто кажа, что вот, а что они там, я бацьки там делают, ну, в этом есть как бы правда, что они делают бомбы, которые летят на головы мирных украинцев. Это факт. Просто что будет потом? Хорошо, то есть, ну, это, ну, як яны лічаць, што гэта будзе справядлівая кара, возмездие, да? Што Беларусь вцягнуць вайну, разваляць яе, знішчаць, а далей што будзе з Беларусью? Вось, а што далей? Вот, блядь, навіны веселые кончились, беларусов там замочили, заводы эти разбомбили, все, которых до гэтага часу не бомбили. А далей што? Вы тут сядзіце ў Польше, вы тут атрымоўваеце гранты, вам там коўшык платят за... А что с нашей краиной будет? Какая экономика вообще в Беларуси в принципе? Ну, а где людям работать? Вот эти люди, они были в каком, не знаю, там, в Миорах каких-нибудь там, не знаю, в Глубоком, в Речи, какие-то маленькие города, они хоть когда-нибудь, ну, проездом были, они видели, сколько там для работы есть, например. То есть люди идут на МЗКТ тут же работать, ну ладно, не МЗКТ, но какой-нибудь, может, местечковый завод какой-нибудь. Они понимают, что кроме этого завода у людей, в принципе, нету возможности прокормить свою семью иногда. А во-вторых, да не такие там зарплаты огромные. А в-третьих, это не ключевые компоненты, насколько я понимаю, возможно, я ошибаюсь, но это вроде как не ключевые компоненты этих бомб и прочего, которые бы Россия не могла производить в Китае. Китай может заместить любое белорусское производство. Китай дружит с Россией. Это будет чуть дороже, но это в рамках войны, ну, не такие значительные вещи. На мой взгляд. Опять же, я не специалист. Не, ну я тоже не специалист, и я, конечно, всеми руками и ногами супраць, каб в Беларусі былі гэтыя заводы, чтобы люди гэта рабілі. Но яны гэта робяць, і, ну і што, атрымоўваецца, што іх нужно, ну, раз просто развалить все, там, ну, поубивать их, чтобы яны не ходили на эти заводы. Ну, такой Просто при Лукашенко все равно будет часть людей, работающих на режим. Ну, так работает система. Для того, чтобы этих заводов не было... Ну, заводы пусть будут. С заводами все прекрасно. Заводы не должны работать на ВПК просто. И эти заводы должны, ну, на мирные какие-то цели переквалифицировать свою продукцию. Но для этого нужна либерализация экономики. Для этого нужно прийти к власти, снести режим Лукашенко, и уже тогда, ну, и заводов не будет, потому что, ну, они борются, получается, со следствием. Это как, я не знаю, у тебя рак, и ты борешься с выпадением волос, там мажешь что-нибудь, чтобы волосы не выпали, а ты химиотерапию как бы принимаешь. Логично, что у тебя волосы будут выпадать. То есть логично, что, окей, вы разбомбите МЗКТ, будет другой какой-нибудь завод, будет еще какая-нибудь ерунда. То есть, ну, страна в любом случае, она в крепкой связи с Россией. Сейчас там дополнительно, я видела новость, дополнительную
какое-то соглашение по военной обороне у союзного государства там подписали. То есть постоянно идет интеграция в военном плане с Россией. И это проблема. Проблема наша зависимость от России. И проблема это Лукашенко, а не заводы. То есть мы лечим симптомы, а не причины, на мой взгляд. Окей, окей. Следующий файл, давай тогда, может быть. Почитаем комменты, люди довольно шмат написали, там тебе передают привет, вирус пишет, что в Закарпатье жара. Так, сподіваюся, слышно нам добре. Василина, дякую за донат, дякую за рекламу просовывания моего канала. Сергей, лагов нет на стримах у тебя, и нет обновил. Да, дружище, Андрей, у меня сейчас Т-мобиля. Новиков, привет. Так. Ксения по-белорусски говори. Ну, я думаю, что як чоловіку зручніше, так і вона нехай говорить. Тобто, я вам скажу, що я знаю таких людей, які кажуть по-білоруськи, так? По-білоруську, но я б з ними би не сів би на одному полі сигарету курить. Понимаете? А ви чули, як Зароник розмовляє по-білоруську? І Шпаковський, і у їх чудовна мова, нашмат лепш амаль усіх наших опозиціонерів, окремя, може, Франка Вечорки. Яны ўсе падрыхтаваныя, яны ўсе цудоўна адукаваныя людзі. Але вось я не могу размаўляць на беларускай, але паміж мной і Азаронкам, я думаю, большинство. Ксюша, ты на такое не вядзіся. Чалавек просто, можа, стебануўся, а ты перайшла там. Ну, размаўляй, як табе зручна. Я разговариваю просто намного более бегло на русском, на белорусском я буду... Цямнее офіса і Ціхановская няма нікога, ідзе поўнае знішчэнне, хто супраць офіса. Ну, вы ведаеце, што вось зараз, если гэта то, што я думаю, то как бы так, гэта яны бароняць сваё, бароняць. Но я спадзяюся, што іх спецслужбы все равно расчехлят усіх гэтых франыкаў или этого Лебедьку, потому што яны выкарыстоўваюць грошы падаткаплательшчыкаў і вялікія грошы. Вось, у адрозненне там от того же Скиндерева, там, Болтунца, меня или вируса, понимаете, да? Поэтому тут такое. И тут же у Европе, ну вы что же разумеете, это в России может быть там 30 лет, и все удельники подей поумираюць, никто не доведается. А в Европе вот зараз, бачите, як з этим, со здравоохранением, Дональд Туск, все выходит наверх, все, вельмі шмат розных палітычных сил, які пераследуюць свой інтарэс, так? І той, хто быў там удзельнікам нейкай схемы по прыбіранню, напрыклад, этого Балкунца, і он просто праз год все распавядзе, як было насамрэч, понимаете? Вось и все. Это... Когда будет политическая борьба, особенно вот начнется политическая кампания, вот в следующем году же выборы парламентские, насколько я помню, в Польше, я думаю, что, может быть, и этот использует момент с нашей оппозицией. Ну да, потому что я все-таки думаю, что Франыка Вечорка посадят тут в тюрьму когда-нибудь. Я не знаю, не могу утверждать, но я могу сказать еще добавить по поводу того, что офис вычищает людей. Против этого средство одно. Нам нужно держаться вместе и защищать каждого человека. Собственно, это было главным и в 2020 году, но у нас это отняли. Ну, значит, нам нужно теперь защищать друг друга и от режима, и от офиса. Ну, что поделать. Так, Андрей, так, идти против офисных равно идти против КГБ, як мяркуеце? Я лічу, что офис кіруецца, выконвае задачи КДБ. Я так лічу, так. І гэта, ну, может, гэта не тое самае, но яны как бы... Ну, калісь Ціхановская атрымала гэтыя 15 тысяч, я думаю, что гэта там было, ну, іншая сума, ну, или там несколько было этих, несколько было закидонов ей, они, ну, 15 они записали. Поэтому я думаю, что я на 5 лет молчала, ну, такое как бы себе. Ну, я, если честно, не думаю, что как раз-таки Тихановская именно со сотрудничеством с КГБ, но она молчит,
из-за вот таких вот мелких вещей, которые она думает, что могут всплыть. Я не думаю, что после перемен она как-то использовала, но я уверена, что в ее окружении есть люди, которых она слушает и которые как-то связаны с КГБ. Вот в этом у меня есть такая достаточно большая уверенность. То есть это не такое прям прямое влияние, как я думаю, что там прям вот конкретный КГБшник сидит. Хотя, судя по тому, как они смогли инфильтровать Мельникову, ну, может быть, но я не думаю, что вот именно сама Тихановская. Я думаю, что она удобная фигура, которую, если что, можно слить. Вот. Просто на ней такая вот прям большая как бы ответственность лежит. И обычно люди, которые сами из КГБ, насколько я понимаю, как работают немножко спецслужбы, из того, что я там читала, смотрела и прочее, я думаю, что это приближенные очень люди. То есть кто-то из окружения. Вот. А ее просто, просто столить, когда будет неудобно. Это мое мнение. Я не специалист и не знаю. Мои ощущения, так сказать. Ладно, Тихановская. Да. Читаем дальше, сябры. Дякую, що ви з нами. Нас глядіть зараз скільки чоловік. Зараз я вам розповіду. 61 чоловік, 61 удельник нашого марафона під спекучим європейським сонцем. Ось, давайте доб'ємо гэты. Так, идти так. Совпадение. Тут человек пишет АБВ и КГБ. КГД. Две супрацоўнічыя организации. Ну, не ведаю, не ведаю. Не думаю. Не Так, думаю вообще. Мельникову ПБТ уже крутят. Еще нет, но вот ждем, вот ждем. Не зная родных, мы можем только не зная водных, мы можем только строить разные версии. Ну, мы для этого тут и собираемся, чтобы, Андрей, поразмаўляць, порассуждать. Вось, я, дарэчы, хачу яшчэ раз зрабіць акцэнт на тое, што калі хтосьці з вас хоча далучыцца правесці праграму са мной, я думаю, што гэта будзе вельмі цікава. Пішыце, мы заместа любой чалавек, ну, я не кажу, што вообще любой, потому что, ну, понимаете, да, то бок, ну, в принципе, любой адэкватны чалавек, і калі ласка, запрашаем, мы можем правесці с вами эфир, таксама што-нибудь абмеркаваць, это будет сапраўды народны эфир. Ну и как бы только жадаю, каб вы ну, проявілі себе добра падрыхтаваліся, распавялі там цікавыя навіны ці там цікавую гісторыю свайго жыцця. Так што гэта все реально. Калі ласка, запрашаю ўсіх, і также запрашаю ўсіх. Я Света, которая меня везде там как бы, ну не то что гнобят, да. Калі ласка, заходите в эфир, расскажите маёй аўдыторыі, которая зараз 70 чалавек, чаму Светлана классная, чаму, можа я чагосьці не разумею. Вось, можаце вы пераканаеце тых, хто глядзіць мой канал, канал Віруса, канал Змітра Піньёна, што яны неправыя, што Света насамрэч крутая, і тады, может быть, мы памяняем меркаванне і пойдзем. Куды пойдем? Шукать гранты себе, як Каманов? Я долго к этому шел. Так, Сереж, они пытались на меня в Украине давить, но обломились. Я 2 полиграфа прошел. Ну, слухай, Виталик, одна справа пройти полиграф, а этот Скиндерев вообще там ничего не проходил. 5 дней, и он уже все. Калі рэтрансляторы адключаць, мы зноў побачым, як дроны УРБ залетаюць. Рэтрансляторы замінаюць іх спуфіць. Спуфінг — гэта ложная цель. Ой, видишь, какой адукаваны. Я думаю, что за спуфинг? Ложная цель. Так. Ну, сигнал как-то по-другому передается. Ну, вось тебе пишут, нет, ты не маешь рации. Один дрон ближайший до вышки бярэ сигнал з зямлі, а потым перадае наступному дрону. И гэтак далей. По ланцужку гэта завецца мэш-сетка. Короче, я вообще этого не знаю. Я просто знаю, что есть эти дроны, которые летят без всяких ретрансляторов. Вот этому человеку, который говорит про мэш-сети, а как тогда вот единичный дрон залетал из Ирана, шахет тот же, залетал из Ирана в тот же Катар, там, в Иорданию, Саудовскую Аравию, Израиль? Вот это мне интересно. Я реально не понимаю. Вот мне бы хотелось вообще, может, на эфир бы специалистов. Короче, он у меня тут есть, его зовут Виктор К. Вот, напишешь ему, он тебе все объяснит.
Праблема не Мгм. заводы, а люди, добровольно идущие работать над убийством украинцев. Да, я цалкам згодны. Я цалкам згодны, Конечно, что праблема ёсць і ў людях. у меня вопрос к этим людям. Они жили где-нибудь в глубинке? Там люди не задумываются о таких высоких целях, как политика. Они зарабатывают свои $100-200, и у них самое главное — прокормить их детей. Вот, ну, я как вот айтишница от этого немножко оторвалась в какое-то время, но когда я в детстве была, я много коммуницировала с такими людьми. Я сама работала, например, в Тресте, там пару месяцев, где моя мама работала, я подрабатывала летом после школы, и на каникулах, получается. И вот приходили эти работяги, которые работают в Тресте. То есть эти работяги, они в Минозе вообще приходят. И вот эти люди в Минозе вообще, которые там лыка не видят, которые, блин, он 3 дня отсутствовал на том заводе, где панельного домостроения. Он точно так же может и на НЗКТ ходить, и тоже там 3 дня отсутствовал, потом написал какую-то объяснительную, его там отчитали, вычли что-то из зарплаты, и он опять продолжает что-то клепать. Вот такие там люди работают. Там не работают вот люди высоких каких-то полетов, которые задумываются о политике, задумываются, как Лукашенко поддержать и прочее. То есть, ну, надо же понимать психологию простого народа, так сказать. У Скіндерова И пытаются... то есть для того, чтобы прилетит ракета, они Не, не в ну голове ничего слухай, тут как бы, ну, у мяне как бы по великаму рахунку только такое пытанне, а чаму раней гэтага не было? Если б это было раней, оно было бы, ну, больш как бы лагічна, а зараз, ну, я тоже так згодны, что я бы на таком заводзе не працаваў, таму што я маю свядомасць. Вось і ўсё. Я же говорю, там такие люди, как ты, не работают, и как я. То есть там другого склада люди просто работают. У И да, Скіндерева действительно, даже если сейчас заводы разбомбить, через сколько времени остановится использование уже готовой продукции? То есть, ну, у них же все равно есть какой-то запас, я подозреваю. И ну, опять же, они могут переориентироваться на Китай тоже. Есть же Казахстан, есть еще Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, где есть тоже какие-то заводы советские, которые тоже могут переориентироваться. То есть, ну, это не решает прям глобально проблему. А тратить ресурсы и разводить, давать повод для казуса Белли Путину, ну, такое. М. так, я не зразумеў, а пэўная тэма будзе раскрытая? Ну, мы Такая. яе раскрываем же, раскрываем пра Скіндзерева, пра Балкунца, пра тых, каго офіс зараз узяўся нішчыць. Вось так. А вот у Скіндзерева пытаюцца, ці змагаўся ён з рэжымам Лукашенка да 2020 года. А у службы бяспекі Літвы няма такога ж пытання да Азарова, да Латушкі, да самой Ціхановскай. Абсалютна трапнае пытанне, абсалютна. Миколаев. Половина офиса работала в исполкомах, там Брухан, вот эти вот все, Ну. Голос там, идеолог и так далее. Ну, блин, половина этих людей работала на режим до 2020 года. Но пра них кажуць, што яны неафіты, і ад іх адварочвацца нельга. Ну, цікавы А почему неафіты. интересно, не неофит тогда вопрос? Да, і мне цікава, што гэтыя неафіты, яны занялі ключавыя пасады паўсюль. Паўсюль. І Брухан, Латушка, этот То есть Кулеша. некомпетентные люди пришли, Да. получается. Любитель распределения помощи бедным, да, политзаключенным. И все эти менты, да, участковые начальники медвытрезвителей. А как они змагались? Откуда они взялись? Фу. А тут А Скіндер... Жигарь откуда взялся? Кто это? Он 2 слов связать с трудом может. Ну, Да, тут простите. справа не в словах. Слово он может и не связывать. Вообще, чего не, ну, это, неофиты вы, ну, идите себе, живите тут, не хотите с Лукашенкой працаваць, вам брудка, брудно, працуйте себе, тут шмат працы, идите вот в АБВ. Нет, они могут после Лукашенко идти, это окей, но они не могут занимать ключевые посады. Почему эти ключевые посады не занимают люди, которые боролись с режимом больше лет? То есть я такой же неофит, как они. Но я не работала никогда в режиме, я считаю, что я ничего возглавлять не имею права морального. Ну, то есть это мои ориентиры. Я считаю, что есть люди, которые много лет восстали против этого режима, и, ну, они должны были быть как-то во главе чуть-чуть, но их всех отодвинули. Сейчас пришли все, в основном, вот с исполкомов, как я называю. Восставшие из ада. Короче, все это как бы профанация, все это фейк, и все эти уключаючи латушек всех, и которые там с ими сябры гэтыя
э, облвыканкамов всех нафиг. Ну, я так лічу, это моё меркаванне, і веры ім няма. Вось, ладно, Ксюш, мы двигаемся дальше. Мгм. Здзіўляе мяне спадарства. Давай поговорим про Павла Северинца. Про Павла Северинца Мгм. он начал заниматься активно политикой. Павел Северинец — это тот, который друг Николы Дедка. Вот, они верующие оба, да, я бы сказал, проповедники ценностей христовых, да. Ну и вы слышали про Колю, про его неудачный роман, который, думаю, подрезал ему немножко крылья. Ну вот Павел, Ксюша, это твой скрин, калі ласка, давай ты яго пракамень, а я так на падхваце пастаю. Ты бачыш яго, не? Я не вижу, но у меня открыто. Выпробование измены, который... Да? Я могу зачытаць. Выпрабаванні і Делаешь? змены могуць быць раптоўнымі, хуткімі, пішет Павел Северынец, і нечакана цяжкімі. Некалькі гадоў Бог гартаваў і рыхтаваў нас, беларусаў. Можа быць, да гэтага лета. Ну, спецыяльна вот для гэтага лета. Магчыма, і унікальны шанец на вызваленне і найцяжэйшыя часы. То бок, можа быць, гэта шанец, а можа быць цяжкі час. Беларусам трэба быць выключна згуртаванымі і ў адным духу. Да, и еще он, помимо вот этого, то есть, у него там большой достаточно текст, он там еще говорит пункты, что нужно молиться, что нужно запасить еду, там, пауэрбэнк и прочее, вроде про это была речь. И окей, запасить на всякий случай, это, мне кажется, в текущей белорусской ситуации не самая плохая идея совсем. Но вот этот вот момент от уникального шанса я слышала от нескольких людей, и это было обычно завуалировано, вот от нескольких людей в оппозиции, не ключевых, естественно, но вот они как-то, все равно приближенных немножко вот к офису и около офису. И вот они так намеками дают понять, что есть какой-то намек на протесты. И это мне интересно вообще, как работает их логика. Вот они в какой-то день проснулись такие, нужно завтра милиции режим. Нет, этим нет. И как они пришли к таким выводам, я бы хотела цепочку послушать их рассуждений, если честно. И вот интересный артикул выпустила Deutsche Welle они взяли комментарий у нескольких немецких экспертов по поводу ситуации с ультиматумом. И вот там комментарий, можешь тоже показать, про то, что Беларусь слабая точка Путина. Комментировала бы. Он на экране. Хорошо. Беларусь — это потенциальная слабая точка для Путина. Если в Беларуси снова вспыхнут протесты, подобные тем, что были, то это, конечно, станет большим преимуществом для Украины. Украина пытается оказать давление на режим Лукашенко, чтобы еще больше расширить те преимущества, которые у них уже есть на других фронтах, считает Беренс. Вот эксперт этот какой-то в Центре исследований современной истории в Германии. И вот, собственно, интересное такое вот переплетение, что вот немецкие власти, а это как бы Германия — это основная страна Евросоюза, которая имеет, естественно, влияние на Зеленского. Я думаю, что ультиматум был согласован, разумеется, с Евросоюзом, говорит про какие-то возможные протесты в Беларуси. Северинец про это говорит, некоторые другие оппозиционеры про это говорят. Там намекают, что к концу года, там пришел в мой чатик один человек и сказал, что к концу года проведем выборы, готовьтесь. И вот много этого в поле пошло из ниоткуда абсолютно. Обычно такие вещи их вбрасывают специально вот через своих подконтрольных блогеров, скажем так. Я не верю в такие совпадения, просто когда это два человека, я поверю. И ощущение, что это вот сделано было, может, для того, чтобы проверить, есть ли там какие-то протесты возможны ли в Беларуси, как там люди отреагируют внутри Беларуси, либо про то, что вот офис приезжал, может быть, они напели про то, что вот люди вот-вот готовы встать против этого режима, им только вот нужно, не знаю, войти полку Калиновского, и вот люди сразу же возьмут сброю в руки и пойдут против Лукашенко. И выглядит это так, что они как бы хотят какой-то народный протест. Но если это действительно так, если кто-то в офисе реально думает, что в 2020 году кто-то после всех вот фейлов оппозиции
их послушает и пойдет, восстанет против власти, когда по их заводам будут лупасить. Нет, очень наивный человек, с учетом еще того, что в Иране люди тоже восставали против аятолл, но когда ударили по ним из Израиля и США, военных баз, никто не восстал. Вот, это так. Я хочу дополнить, значит, про Павла Северинца, то, что он блогер проофісны, да, вот звернул увагу у яго на стене, значит, было, что он там намекает, что за спиной Зеленского висит вызвольная армия Беларуси, там, Да. где сябры сумнавядомы пашпартист Забуга, вот это их проект, да, то есть, и ну, за Пашу как бы, ну, соромно, потому что он або не разобраўся в ситуации, во что я не веру, альбо ён просто адпрацоўвае повестку, і калі ён, зараз я поставлю видос, потому что меня гэты видос вельмі напинае, не скажу, что там ображае, да, но мне он вельмі не падабаецца. Так, вот он, глядзім на экран. Беларуская апозіцыя пакуль што, на жаль, ну вось так наўскідку не зусім гатова. У першую чаргу дзеля таго, што мы не адзіныя, і што мы раз'яднаны. Але я веру і ведаю, што калі пачнуцца вырашальныя падзеі, далучацца да руху і падымуцца сотні тысячаў і нават мільёны беларусаў. Вельмі запатрабаваны адказныя лідары. Тыя, хто вядзе за сабой, тыя, хто умее слухаць іншых, тыя, хто яднае. Для беларусаў вырашальныя моманты якраз пытанне яднання было просто пытаннем жыцця і смерці. Альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Таму і заклік да Святланы Ціхановскай, да Зенона Пазняка, да Паўла Латушкі, да Міколы Статкевіча, да Наталі Радзінай, да ўсіх, хто робіць беларускую палітыку за мяжу, з'яднацца, дамовіцца і выступіць спільнымі. Ну, цікаво, Ксения, как ты вовремя Я не посмотрела, у меня просто другое открыто. А что там? Вкратце. А, Что понятно. Понятно. Просто он прыгожими словами казаў про лідераў, про часы, что у пэўны час трэба типа об'яднацца. Ну, Не ладно, слушай, да. ты не чула, я просто хочу, паважаныя сябры, у меня есть такое пытанне, да, так, Павел, так ніхто ж не супраць аб'яднацца. Толькі чамусьці, калі, напрыклад, таких, ну, як ты, Павел, да, завёш на ЭТР, вы кажаце, што вы не хочаце размаўляць. Ну, то бок, ігнаруеце, блакуеце, да? То есть к вам ёсць пытанне, да? Ну, рознага кшталту, да? І тое самае, што типа знайдуцца лідары, і когда вот пішуць, што ёсць нейкі пратэст, і вось маё пытанне, так, так пратэст быў. Но Павел Северынец апынуўся ў турме. Люди ходили, потому что их там водил какой-то, ну, нехто там, да, или кто. А где был Павел-то? Ребенок. А? Не, ну, Ребенок, по сути, ходил. слухайте, я нічога не хочу сказать, что я жадаю там камусьці там смерти. Ну, а я просто так разумею, что понятно было, что калі бы на вуліцы тады застался Павел и сказал бы я, как он звычайна кажа, давайте аб'ядноўвацца, что я лідар, і он павінен быў схавацца і у той пэўны момант выйсці, но ён выбраў схавацца ў турме у лукашэнкаўскай, і вось ён выйшаў зараз. Зараз у яго есть YouTube канал, дзе ён рассказывает добрые новины и говорит людям, с кем объединяться. Так, Паша, так вы тогда объединяетесь с теми, кто на грантах, так? А так вы хочаце атрымоўваць гранты, а аб'ядноўвацца с людьми, которым вы ўвогуле не цікавы и которые, ну, выживаюць. Ну, я гэта так бачу, понимаешь, Ксюша, как это? Кабанов кажа, давайте аб'ядноўвацца. Так для того, каб нам аб'яднацца, нам нужно, каб усё было празрыста, и мы вам поверили, Паша. Чаму табе далі візу так хутенька? Чаму табе далі, чаму ты вось обслуговываешь офис там, да, с этими с забугами, ты там пишешь, там, вызвольчая армия, которая нет. Ты хотя бы доведайся, кто у гэтай вызвольной армии. Ты же, блядь, письменник, ты ж книжки пишешь. И ты не проверил, что гэта за вызвольная армия, ты поверил Забуге? Так может тебе паспорт это подарили гэты за $100, и ты там недзе потым з ім сфоткаешься от Забуги, ты поэтому, може, его просовываешь? Как мы можем объединяться, коли вы на одной стороне, а люди на другой стороне?
І у людей же зараз усе больше і больше пытанняў да вас, таму што яны разумеюць, што і да 20-го года, Паша, да вас шмат пытанняў, да ўсіх і да цябе тоже. І ты этим Богом, что ты кажаш, будем молиться, Богу будем молиться, да, когда начнуць, война пачнецца, да, ты будешь тут Богу молиться, да, ходить у Вільнюскі собор, а белорусы там будут гинуть, ну помолимся, может нас пронесе, Бог нас спасе. Не, Паша, не спасе нас Бог. Не спасе. И ты, конечно, давайте размаўлять. Давай, Паша, выйдем с тобой у эфир, и откажешь на мои пытания, а я откажу на твои пытания. На любые, которые тычатся активизма. Давай. Того же Кабанова, бери этого Беспалова, который адмовіўся. Вы ж не Дзідка возьми. Мы про эту дзяўчыну, мы ж тэму не добили, про 16-гадовую. Потому что мне цікава, а як твои однопартийцы относятся к тому, что мужчины, политики спят с дзяўчынками. Вот с твоей партии, с БХД. Это для них так же клёво, как и для тебе? Или гэта можно, но не ўсім? А Коля, потому что ён галівудзіл у турме, ему можно. Ну, я вось так успрымаю гэтую картину. Поэтому, Павел, калі ты кажаш про аб'ядноўвацца, калі Кабанов кажа аб'ядноўвацца, который там шел долго гранту, ну, гэта звучыць смешно, и люди уже не такие дурные, да? Не такие дурные, что они думают, ой, Паша нас там сядзіць у турме, праседзеў 11 год. Да им пофиг, они зараз бачаць, за что вы сидели. С Дзядком таксама. За грошы сидели, и я подтверждаю, сябры, что за грошы, за нормальное, ну, можно посидеть, там не так дрэнна. Памятаеце, як Виноградов казаў? Я попал второй раз, тут вообще кошмар. А у первый раз такая была лепота, книжки, качалочка. Чего ж там не по это? Приехала там женушка там раз в месяц, раз в 3. Можно сидеть. Ну, поэтому, сябры, не надо лукавить. Белорусы не дураки. И вы об'ядноўваетесь. Кто за вами пойдзе, вось у чым проблема. А хто вось пойдзе, напрыклад, за Пальчысам, да? Который змагар, что он пишет? Хоть этого и не хотел, но краем глаза довелось увидеть некоторые споры за последнюю неделю вокруг ультиматума Зеленского. И все больше убеждаю, что лучше бы было для многих посидеть годик-два в тюрьме, чем подвыгореть за эти 5 лет ментально. Понимаешь, вот, Эдуард, я тебе отвечу, что коли ты сидел за нешта эти 5 год, и тебе нешта капало на твой рахунок, тады да, тады можна сядзець. І калі ты там, а я ведаю, як ты сидел, мне рассказывали, як ты сидел. Спокойненько сидел, как нормальный, незаметный человечек. Вось. А людей не такие... А? Да. И он сидел, я знаю человека, который мне про его распавядал. Ось. Ну, я не буду это казать, это будет лишнее. И он сидел там, и все. И, конечно, так сидеть нормально. Если б я сидел, и меня не чапали, и там я ведал, что мне там что-то капает на конто, было бы четко. Но люди неведомые, которым тут, блядь, ни зубы не вставить, ничего, в отличие от тебя, я думаю, тебе так тоже нормально сейчас, конечно. А люди, которые отсидели, которые тут без ног приехали сюда, один приехал без ноги, ему там не делают операцию, и зубы не вставляют. Вот им, как бы, я думаю, ни хрена там не хочется в этой тюрьме сидеть. Когда они видят, кто тут рулит, и как тут начинают гасить с Киндерева, Балкунца, вируса впоследствии, возможно, меня. Те ж это понимают. Так что ты, коли пишешь, я думал, что ты разумный человек. Ты насамрэч разумный. Но я ж знаю, как бы, кто ты. И этот твой пост, и он тебе вельмі добра раскрывае. Ты думай перед тым, як пишешь. Понимаешь? Ксения, пробачь, что-то я завелся. Я думаю, что я перегрелся. Ксюша, я перегрелся, пробачь. Ты, если хочешь, добавить что-то. Да, еще хотел сказать, во-первых, про Пальчиса, то, что он белорусскомовный змагар, почему-то все его посты почти на русском языке. А еще мне про объединение хочется сказать, что Пальчис, Дедок, Кабанов, еще куча людей меня забанили, а, например, с Кабановым я даже не взаимодействовала никак, я ничего не писала в Фейсбуке, абсолютно. Пальчис меня забанил в
Твиттере тоже, во всех соцсетях. Лосик меня тоже забанил везде. Вот как эти люди хотят объединовываться? При этом Лосик у меня контент ворует. Я за ним слежу. Иногда ворует. Вот. И насчет отсидки, как бы, я не знаю, насколько там прекрасно сидеть или нет. Я рада, что я не сидела, слава тебе, Господи. Но еще, мне кажется, был расчет на то, что их очень быстро освободят, как это было в 2010 году. И плюс еще, вот ты говорил про то, что Северинец быстро сел. Мне кажется, они не рассчитывали в тот момент еще сесть. Может быть, он рассчитывал все-таки успеть уехать или что-нибудь такое, но хотя вряд ли. Мне кажется, что Северинец, он христианин вот в плане страданий, для него это нормально. Вот. Ну, не ведаю. И Для в плане, мяне что не снимает как жанность, я про это, не про то, что мечтает о них. для мяне ён стаў фэйкам і проста я ж раньше казаў, што я там был там яго прыхільнікам, но не, так, пачакай. Вось тут яшчэ момант, сябры, давайте глядзім на экран. З гэтым чалавекам я таксама сядзеў у турме, спадар Кім, ну, блин, хлопец ён хорошы, канешне, но тое, што ён кажа, ну, мне абсалютна не падабаецца. Глядзім на экран. Большасць, наколькі я разумею, палітзекаў не падзяляюць маю думку, але я лічу, што лепш бы нікога не выпускалі, але засталіся гэтыя санкцыі. Ну, на мой погляд, лепш, каб мы сидзелі, чым для гэтай санкцыі. Сябры, ну, бачыце, да, што? То есть он лічыць, што санкцыі не трэба снімаць. Нібыта санкцыі налажыў нехта з нас. У мяне, напрыклад, самае вялікае пытанне, я, напрыклад, да, калі сядзеў, я думаў, да, трэба типа сядзець, там все. Ну, мы ж думалі, што там ідзе барацьба за нас, да, думалі, што там змагаюцца за нас. То, што адбываецца зараз, і я проста шчыра зышу ўсім людзям выйсці, таму што сохранить себя. Я абсолютно не падтрымліваю Кіма. Вось непонятно, навошта ён гэта кажа. Ну, если табе падабаецца, так, ну то ты вернись туда и покажи, какой ты могутный. Скажи, вот я вернулся, посадите меня, я буду сидеть. А? Я говорю, за что умер Олесь Пушкин, а за что умер Витальд Ашурок? Ну да. Люди вот стоили их смерти того, чтобы сидеть и чтобы санкции были. Что дали эти санкции? Но сидение людей в тюрьме дало кучу смертей. Это просто две самые известные фамилии. Смертей намного больше. Не, ну просто понимаешь, тут как бы, я тебе скажу так, вот то, что я широ думаю, да, я ніколі не был ні ў якіх партыях, да, я был просто блогером. Я не был там, я был палітычна зааганжаваны, тому что я змагался супраць чыноўнікаў, супраць ментоў, но у меня там не было ніякай палітыкі, хоць я дзе-нідзе там свяціўся і Слябедзька, там, ну, как бы по глупости по своей. Никому, дарэчы, усім раю не связываться ни с какими политичными партиями, которые есть, ни с АГП, ни с Рухом за свободу. Это просто, это все, блин, не связывайтесь вообще, близко не подходите. Это непристойные люди. Вось. И вось я вот сказал и забыл, про что хотел сказать, что я казал. Ну, ты же видишь, солнце, старость. Вось. То, что люди, что тогда вот здарылася с нашей нацией, да, и я ведаю, что вось мне одна жанчына с Америки казала, что гэта было лепшее, что ў яе жыцці, хотя яна з'ехала, да. Вось, это было то, што яна бачыла, гэта было магутна, гэта было натхняючае. Вось, ну калі браць гэтае, ну она з'ехала, но калі браць наступствы тых, хто там апынуўся, а хто был нейкім чынам выпадкова ўцягнуты в это, ну блин, ну это реальны трэшак, то есть, ну добра, і таму я нікому не жадаю там сядзець, нікому, таму што вось зараз понятно, што мы там хтосьці рабіў свой выбор, таму што я ведаў, што мяне пасадзяць, да. Но то, что мы бачым тут, до чего мы пришли, то ну его нафиг за это сидеть. Ну, людям, которые были вне политики. И поэтому, как бы, смотрите вот на этих, кто типа сейчас с нами, да, типа кто наш лидер оппозиции, и вообще такого быть, ну, вообще не должно. И вы понимаете, как нас обманули. Ну, меня нет, я бы так и так сел. Я был блогером, и я сел именно за это, не за политику. Вот.
Ну, я, как вы разумели, я делал только... Вот, кстати, тоже политика в Беларуси. Не, понятно, Просто но я не был как бы в этих я стройных понимаю, не за рядах, эту понимаете? политику. И мне тогда Не за казался и Лебедько пристойным человеком, и Губаревич там, я знал их там, и Романчук, и Мне тоже вообще. казались пристойными людьми. Например, в 2010 году мне очень Лебедько нравился, и ОГП мне казалось нормальной, и я голосовала за Романчука, и всех агитировала за Романчука голосовать. Но за Романчука я не ошиблась, я к нему хорошо все равно отношусь. Вот. Но к Лебедько, конечно, мое отношение изменилось. Но мне очень нравился в 2010 году. Мне казался он умный мужик. Ну, да. Нет, сябры, завтра будет передача про АГП, завтра будет очень тяжелая тема, особенно для АГПистов. Человек, бывший функционер АГП, будет рассказывать нам всем, что такое АГП, какая это партия насамрэч. У яго есть доказы, у яго есть паперы. Ось. И будет называться это кино «Паперная партия», бумажная партия, партия фейк. Вот. И он там все это расскажет. И это касается не только АГП, это касается всех партий. Зачем они были нужны Лукашенко, какую цель они выполняли, миссию. Вот. Я думаю, завтра будет очень интересно. Это будет днем, в жару. Вот. Мы завтра сустракаемся с этим человеком. Ось, хто хоче крышечку поглубиться глибей, да, поглибиться глибей. Для спонсоров я выклав материал з ім. Можете долучиться, гэта стоіць там 3 злотых на месяц, так что запрашаю вас. И всем дзякуй за падтрымку, хто падтрымлівае незалежную журналістыку, всем вам низкий поклон. Дзякуй вялікі. Ну и что? Давайте зараз тады на пасашок. О, слухай, я глядзел перадачу, мне вельмі спадабаўся спадар Пазняк. Вообще он как бы, я к нему вельмі нормально стаўлюся. Ну, то, што ён кажа, мне, што ён больш за ўсё мне імпануе ў ім, то, што ён нацыянальны, што ён заўсёды думае, пра беларусаў. Магчыма, гэта хтосьці не ацэньвае. Ну, я не яго прыхільнік, но я яго слухаю, і ну, вось то, што ён кажа, давайте зараз разам усе поглядзім. Ну, а ты уже откаменціш, тому што я уже плыву тут ад сонца. И все. И проигрывает. Мы же бачим, он проигрывает. И он не ідзе. Все равно война, и все. А чаму? Апошні стрэл на этой вайне, першы стрэл у вайне грамадзянскай ў Расіі. Белыя з чырвонымі шэпяцца. Не, Евген, вы памыляетесь. Так. Не таму ён на гэта нельзя, потому что у яго вот то, што казаў Трамп, у яго козыр. Ён ідзе, ён павінен даканаць тое, за што ён узяўся. І калі ён убачыць, што метадамі, якія ён дзейнічаў, даканаць не ўдасся, то ён даканае атамнай зброяй. І гэта будзе перамога. Ён знішчыць Украіну. І знішчыць Беларусі няма. Потому что там будет войско, и все, там никто не будет его пытать. Это будет русская территория. И русские будут стоять на бугу и диктовать умовы, еврозвязующим, а еврозвяз стане на колени. Это вельмі небяспечна. І вот таму Путин не ідзе ні на які мір. Не ідзе. Здавалася б, так, і гэта, і так. Не, і все. Не, і все. І цяпер, калі ён у невыгадным стане знаходзіцца, так, здавалася б, давай перамір'я заключым, нічого падобного. Тому що ён ведае, які яго козыр потым. Ксюш, что Да. скажешь? Про Поздняка еще добавлю то, что я прихильница все-таки, но мне что нравится на самом деле, это то, что, например, Поздняк может писать одну вещь, Наумчик, который его коллега, скажем так, пишет другую вещь, Усов третью, и у них, кстати, все нормально, то есть у них есть общая идея про Беларусь всегда, но они друг друга не пытаются там, друг другу подлезать, скажем так, как это делает офис, например. Вот. И что говорит Поздняк, собственно, в этом 40-минутном очень всем рекомендую посмотреть. На самом деле это «Пора», по-моему, называется канал или «Радио Раса», что-то из этого. Вот. И он там очень грамотно говорит про то, что вот сейчас все начали кричать про то, как выигрывает Украина. Действительно, у Украины появилось сейчас преимущество большое, но он говорит о логике России, которая не меняется вот вообще с Российской империей. Россия сделает все, чтобы не проиграть, ей абсолютно плевать на народ, она пожертвует чем угодно. И надо понимать, что у России есть главный козырь всегда, это ядерная сброя. И всегда, собственно, Байден, он там говорит еще про то, что Байден не боялся давать там далекобойные эти ракеты для Украины, чтобы не спровоцировать. Понятно, что вот это вот провоцировать Путина, типа, звучит плоховато, но надо понимать тоже его логику, что вот если
вот так проиграть ему никто не даст. То есть там как раз-таки Поздняк рассказывает о том, что есть способы Украине выиграть. Ну, не выиграть, скорее, наверное, я думаю, что прям выиграть вряд ли у России получится дипломатическими методами, но хотя бы, чтобы для Украины это было более выгодное положение, чем сейчас вот предлагаются эти Стамбульские соглашения. Они есть, но для этого нужно подключать дополнительные методы, то есть это в основном это все-таки дипломатический трек, как я поняла, Поздняка, возможно, я не сильно права. И это Трамп, это Си Цзиньпин, и это переговоры, и как бы обсуждение этого всего, потому что с Путиным нельзя вот так вот грубой силой, получается, обращаться. Все сейчас смотрят на красивые картинки разрушенной Москвы, не смотрят немножко на фронт, то, что там на фронте ситуация такая не сильно плохая для Украины, но и не очень хорошая. Вот. И все видят эту красивую картинку, все там аналитики радуются истошно то, что Украина перемагает, но на самом деле это несет в себе потенциальную опасность, и опять же этот ультиматум, он несет в себе потенциальную опасность, потому что сейчас Лукашенко будет обсуждать, получается, с Путиным вот эти вот несколько дней в командировке своей этой, это, скорее всего, применение ядерного и последствия этого. И Путин вряд ли будет сам создавать казус белли. Он будет ждать и провоцировать другую сторону, чтобы Украина спровоцировалась. Возможно, через агентов влияния. В Украине, скорее всего, в ЕС они тоже есть какие-то российские, пророссийские люди, скорее всего. И для того, чтобы напали на Беларусь, потому что Путин все-таки не хочет применять ядерное оружие со стороны России, чтобы не получить самому ответку, а он хочет применить ее все-таки со стороны Беларуси. Сейчас вроде как нет в Беларуси ядерного оружия, но есть орешник. Этот орешник за сутки могут там за ночь привести ядерную составляющую эту, и за сутки все может измениться. Сейчас у нас нету ядерных боеголовок, но отработали же они эти учения, поэтому, думаю, в этом не сильно большая проблема. Ну и, собственно, про это говорит Зенон, что нужно ни в коем случае не допустить вот этой эскалации, потому что если, не дай бог, с нашей территории полетит ядерное оружие, то наша территория будет отдана России, а Украина, понятно, для нее хорошего сценария не будет, а никакая Франция и Британия не впишется, потому что России больше боеголовок все-таки ядерных. А Трамп, ну и подавно, он, в принципе, отгораживает от этого всего, как нейтральная сторона, и пытается это все решить, как переговорщик, а не как сторона конфликта. Так что в этом всем очень большая опасность видит Поздняк. Вот. И всем рекомендую это Добры, гляньте это посмотреть. відео, короні проблема. На жаль, я не кинул линк туда, не кинул линк. Кинул линк чатиков, чата Ксюши «Шукаем белорусов» и чатика Ксюши Плешковой. Подписывайтесь, калі ласка, там вельмі шмат цікавай інфармацыі. Я бы сказал бы даже такой прорывной, расследовательской, прикольные зливы. Не все мы сегодня хотели показать одного правоабаронцу, но вырашили не показывать, потому что думаем, что ён такі, потому что не хоча вернуться у Беларусь. Ксюша, давай перед концом. Ты мне вот скинула Коуэлла с Твиттера и Тихановскую. И Нестеты, я тут прочитал 1 год АГО. Это что-то, это ты к чему скинула? Тихановский выходит с А это площади. просто к тому, что вот политзаключенный говорит о том, что нужно всем сидеть, а Коул говорит, что нужно освобождать. И вот эти люди могли бы сейчас заниматься кампанией продвижения того, что нужно вот освобождать политзаключенных, говорить громче про это, пушить как-то Коула, пытаться чаще про эту тему поднимать. Но у нас в инфополе тишина про освобождение политзаключенных. Абсолютная. Как будто бы выглядит сейчас со стороны, что как будто бы только Коулу нужно освободить белорусских политзаключенных, а нашим уже вот ребятам не очень нужно, гранты пропадут сразу же. Так, ну и давайте поглядим, сябры, спадара Кравчука. Человек очень мне импонирует, ничего не выпрашивает, у него нет ноги, вот, разговаривает очень, как бы, я бы сказал, дерзко, спрашивает, что мне положено, что не положено. И я просто вам хочу показать сейчас контраст, да, показать 3 людей. Философа, председателя профсоюзов,
вот, и простого человека, который так само просидел в турме. Чаму аднім вось так, другім так. Учора был эфир, но я просто хочу гэта нагадваць, гэта вельмі важная тэма, і я хочу, каб пра яе все ведалі і ніхто не забываў. Ну, а з медицинай прайшоў абследаванне, все это было по страхоўцы ці там неяк ад арганізацыі, ўсё было забяспечана, паставілі зубы. Ну, я ў гэтым сэнсе вельмі задаволены тым, што ну, як мне дапамагалі, як са мной абышліся. І я не разумею, чым, напрыклад, Мацкевіч каштоўней Краўчука, насамрэч, альбо якога іншага палітзняволенага. Тым больш, што атрымоўваецца, што медыйныя фігуры, да іх іншае стаўленне, ім дапамагаюць, ім нават даже купляюць там YouTube, ну, абсталяванне на YouTube-каналам, об этом поразмаўляем ниже, то бок людям дапамогі няма. А ім, пожалуйста, делайте грамадскую дзейнасць карысную. Вось. І я думаю, што гэта нужно абмяркоўваць. І што самае цікавае, я ж сам з'яўляюся часткай адной гісторыі, да? Ну, гэта ввогуле зараз не пра мяне. Я просто нагадываю, што вот Саша кажа, я там написал, кажуць мне, ім вообще, ну, пофиг, я не знаю, как это зворушить. Тому что я написал у фонд, Международный гуманитарный фонд, что Байфелд с Леончиком, да, усхвалили мне ликование зубов. Ну, не только Владимиру Мацкевичу и другим, насколько я знаю, известным людям. Тут же со мной вот и Феденич сидел в одном отряде. 11 сентября его освободили. Он со мной в одном отряде. Я видел, как его освобождали. На сегодняшний день, вот, буквально через 2,5 месяца ему тоже тазобедренный сустав поменяли, никаких проблем. Со мной почему-то именно возникают проблемы, да и не думаю, что только со мной. Друзья, ну вот как вы думаете, чему одним усё, да, а другим, блин, непонятно что? И по какому принципу будуецца гэтая дапамога? Ось, можете нічога не писать, я знаю, может, я уже навязлівы з гэтай тэмай, но яна мяне вельмі турбуе, тому что я за справядлівасць быў заўсёды. І калі я бачу вось такое, мне гэта вельмі не падабаецца. Вось. Таму што гэтыя людзі заўсёды былі на грантах раней, да, і ім памагаюць і заўсёды дапамагаюць. А што яны зрабілі? Ну, напрыклад, да? Чым хуже Кравчук? Что-то зрабіў Мацкевіч такога? Да даже если и зрабіў, то просто людям паглядзець, а ў чым тады роўнасць? Завошта мы так, што мы будуем? А зноў опять будзе две касты людей, одни типа чёткие, а другие будем типа мы, и мы будем там бегать, там выискивать себе какие-то талоны, купоны дополнительные, как при Лукашенко, какие-то посады. Что мы будуем? Ой, сябры, вось таким был гэты тыдзень, даже Ксюшка даже устала. Вось. Будем зараз з вами развітвацца. Давайте я яшчэ зайду ў чат. Вось, і добьем чат. А где санкции да фальсификаторов выборов, ментов номенклатуры? Вось якія санкции павінны быць у першую чаргу. До речи, я вспомнил, Василина, вось прямо сейчас про этот сайт, Зубр, да, Павла Маринича, на который была потрачена херова туча денег. Я рабіў про гэта перадачу, и что вы думаете? Гэтыя люди, якія на том сайте, яны ездят сюда, у Европу. Ездят, их дети тут учатся, и навошта яны этот сайт, ён не працуе. Ён там нешта зафіксаваў, там, кстати, и Павла Либера мама тоже, да, тоже у них наследственная по выборам. И да, так и да. Тыя люди, якія знішалі беларусаў, яны спокойно ездят сюды, и я знаю людей, которые не могут сделать себе гуманитарную визу после турмы. Завтра интервью только для спонсоров. Нет. Не для спонсоров завтра интервью. Отвечаю сейчас, Ксюша, извини. То, что человек, который завтра будет на интервью, он есть сейчас в спонсорской
обоими, короче, да. Ксюша, я перебил тебя, пробачь. Не-не, все нормально, я просто удивилась, как это не дают гуманитарные визы бывшим политзаключенным. Жесть какая. Было, и причем этот человек уже появился тут год назад, и я так еще удивился, он еще был, блин, причастен как бы к оппозишну, то есть он там журналистом был, и его брат мне говорит, такой, не хочу просто называть, может, им это не надо, понимаешь, поэтому, Конечно. но это точно, и сейчас он уже в Польше. Так, Ой. репрессованные медийные фигурки, на яких пиарится Белсат и канал «Страна для жизни», помощи не было и нет. Ну, вообще, да, вот я вам скажу, на Белсате, да, у них все как на этом, на гламурном телевидении, да, там эти Дудинские, которые, да, Лукашенко служили там, и сейчас все делает «Веселое утро», показывают все четко, проблем нет. И я ще раз звертаю вашу увагу, сябры, яны не показываюць про проблемы людей. Все четко, бля. Есть тутаки, есть новые Беларуси, есть белполы. Усё чётка, блядь. Но это тоже, яны строяць зусім іншую рэальнасць. Всё як у Лукашенка. Для кагосьці чётка, а для кагосьці ніхера. Сябры, на гэтым, будзем, з вамі развітвацца. Згодна, ні з якімі партыямі звязвацца не трэба. Не трэба вообще ніколі вот с этими всеми вообще, ну никак. Я не знаю, что у нас будет наперадзе, якая палітычная структура, но эти просто вщент, это просто хлам, конченый хлам. Беспринципные, жадные, равнодушны к людям і которые людей выкарыстоўваў у сваіх мэтах. Я зараз канкрэтна кажу пра лідараў партый. Яны выкарыстоўвалі людзей, яны атрымоўвалі за гэта грошы, а людзі шлі і набывалі себе масу праблем. Не дай бог нам такіх лідараў, не дай бог нам такіх лідараў, якія у нас ёсць зараз. Таму што гэта не лідары, гэта проста каранованыя, я не ведаю, Еўропай незразумелыя людзі. І заўтра мы будзем з гэтым разбірацца. Ксюша, я надеюсь, ты будзеш глядзець заўтра. Буду обязательно. Так, так, подожди, вот мне пришло. Сегодня ночью в Бресте был убит Евгений Васильев, 84 года рождения. Не знаю, кто это. Пишут, остановилось сердце вследствие излишнего приема алкоголя. Но только вот он был не пьющим. Ищем дополнительную информацию. Сябры, это мой проверенный контакт написал, поэтому я прочитал. Ну все, Ксюша, будем тогда прощаться, я не знаю. Как ты? Да, конечно. Только единственное скажу, если тут смотрят люди, которые желали удара по Мозырскому НПЗ, почему-то прилетело, оказывается, удар по Запорожскому НПЗ, мне написали. Вот так бывает. А так вот, ну, спасибо, что смотрели, и подписывайтесь на мой каналчик, и подписывайтесь на Петрухина, и вообще И подписывайтесь на смотрите. Вируса, и Да. подписывайтесь на Опиньона, подписывайтесь на Коршуна. Опиньон переименовал свой канал в «Своя полоса». Вось, слухайте тых людей, якія гавораць то, што яны думаюць, над кім нікога няма, і которые, ну, несуць свою повестку, которая близко до людей, близко до зямлі. Вось, с Ксюшей мы хотим провести у хуткім часе у хуткім часе хочам правесці, значит, пра ну, что-то нешта расследаванне і распавесці вам пра ну, вот этот Родненков, Остапенко. Что, спалил поляны или что? Мгм. Как обсудить, перетереть, так сказать. Да-да-да. И если хотите как бы участвовать в процессе, подписывайтесь на Ксюшины телеграм-каналы. Там всегда идет Да, если у кого-то обсуждение. есть инсайды, в чатик приносите. Так, Мы расследование проводим всем чатиком. так, ну что, тогда, Ксюша, до побачення. Дякую тобі за ефір. Живе Беларусь. Живи вечно. Дякую. Да. Ну, а я, паважанае спадарства, з вами развітваюся. Калі вы даглядзелі до конца і ёсць у вас жаданне падтрымаць мяне праз кубачак кавы, калі ласка, вось ёсць, как это называется, тайм-код, пиар-код, ну, не знаю, короче. Вот, ну и на этом прощаемся с вами. Сейчас ко мне приехали сябры, ось Коршунов ко мне приехал, вот, и мы сейчас будем есть шашлыки, ждать Скингерева с Балкунцом. Мы будем выносить планы, как нам нанести сокрушительный удар по команде дяди Франека.
Да памачэння, жыве Беларусь, слава Украіне, Божа храні Амерыку. І, канешне, нех жые Польска. Кожны з нас нясе свой крыж, хтось маўчыць, а хтось крычыць, хтось за дом і за сям'ю, а хтось за краіну сваю. Калі бярэш такі цяжар, не для сторыс і піяр, тут не фільтр, не монтаж, ці па суці ёсць багаж. Света, што ты нясеш, што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прикрас мы разберем усё для вас. Света, что ты несешь? Тут политика ці трэш. Сергей и Ксюша без прикрас раскладуть усё для вас. Хтось па Європі, хтось у стриму, па стагрому справах дым, хтось обяцає цілий. Кожны з нас нясе свой крыж, хтось маўчыць, а хтось крычыць, хтось за дом і за сям'ю, а хтось за краіну сваю. Калі бярэш такі цяжар, не для сторыс і піяр, тут не фільтр, не монтаж, ці па суці ёсць багаж. Света, што ты нясеш, што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прикрас мы разберем усё для вас. Света, что ты несешь? Тут политика ці трэш. Сергей и Ксюша без прикрас раскладуть усё для вас. Хтось па Європі, хтось у стриму, па стагрому справах дым, хтось обяцає цілий світ, а на виході тільки блеф. Тут експерти, там гуру, а там коментар на вітру. Кожний нібито при справі, а по факту це шум у траві. Света, що ти несеш? Що говориш, куди йдеш? Кожної субота і без прикрас ми розберем усё для вас. Света, що ти несеш? Тут політика ці трэш. Сергей і Ксюша без прикрас розкладуть усё для вас. Калі хочеш быць у курсе, без лапши, без кулис, Сергей и Ксюша, Ксюша и Сергей у прамым эфіры разбяруць увесь гэты мікс. Света!